Салем достар қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед вами бессменная ведущая Юлия from Казахстан и ее волшебная кнопка. Итак, дамы и господа, для вас сегодня я подготовила новое словосочетание по-казахски, которое мы будем с вами учиться читать. И это следующее. База биржевого бюллетеня. Какие страшные слова. Но как же они легко переводятся. Итак, биржа бюллетенінің базасы. Биржа бюллетенінің базасы. Биржа бюллетенінің базасы. Да, иногда это очень сильно облегчает чтение, когда слова практически не переводятся, но к ним прибавляются окончания грамматики казахского языка, и вот их нужно научиться читать. Итак, читаем первое слово. Биржа. Все точно так же прочитали по слогам, да? Биржа. Дальше слово бюллетенин. За основу, как вы поняли, слово взято бюллетень. Итак, бюллетен, бюллетен без мягкого знака. Дальше идет палочка с точкой. И вообще, в принципе, окончание «н». Как же научиться читать палочку с точкой? Это нечто среднее по мягкости, по звучанию между буквами и «и». И чтобы понять эту среднюю мягкость, мы сначала прочитаем через твердую букву бюллетен и понимаем, что как-то что-то не то. Затем пробуем прочитать через букву «и». Бюллетенин. Ну и понимаем, что как, чересчур мягко. А вот палочка с точкой, та самая мягкость, средняя температура по больнице, которая нам необходима, когда мы видим, написанную или напечатанную палочку с точкой. Бюллетенин. И в конце мы видим букву «Н» с хвостиком. Для этого нужно вспомнить английский язык. Буква «Н» и буква «G», кажется, это называется дифтонг. В общем, в английском языке, когда они стоят вместе, они образуют вот этот вот дифтонг, вот эту вот казахскую, кстати, букву «Н». Либо делаем следующее. Сначала произносим обычную букву «Н» и понимаем, что у нас язык упирается в верхние зубы. Затем, произнося эту самую обычную букву «Н», мы кончиком языка там во рту тянемся к верхнему небу. И, конечно, при желании вы можете языком дотянуться до верхнего неба, но делать этого не надо. Именно в этот момент, когда вы тянетесь языком до верхнего неба, произнося букву «Н» обыкновенную, и случается магия, и вы научаетесь читать вот этот вот страшный дифтонг, букву «Н» с хвостиком снизу. Бюллетенин, бюллетенин, бюллетенин. Биржа бюллетенин, база с. База с. Вы видите, что прибавлено окончание «с» к слову «база». Буква «ы» в данном случае читается очень коротко, но очень понятно. И объединяем это все, да? Биржа бюллетенінің база с. Биржа бюллетенінің база с. Дамы и господа, вот такое вот, казалось бы, сложное словосочетание. Словосочетание, да. Мы с вами научились читать. Поэтому приглашаю вас посмотреть мои следующие видео. Наверняка для себя найдете что-то полезное. Ну, с вами была я, Юлия from Казахстан. И, кстати, да, найдите на канале большие тексты мои и учитесь читать под текстом. Честное слово, это гораздо и гораздо проще.